Якутия – это территориально самый большой субъект Российской Федерации. Республика уникальна. Это проявляется и в укладе жизни коренных народов республики, и в самих людях. Чтобы только соприкоснуться с красотами и неповторимыми уголками Якутии, понадобится целая человеческая жизнь. В этом фильме мы постарались только приоткрыть маленькие тайны юга нашей республики – Тумулурские озера. План комплексной экспедиции зародился еще год назад. Тогда нерюнгринские и хабаровские ребята только познакомились и провели совместный небольшой сплав по реке Хор Хабаровского края. Руководитель центра «Грань» Михаил Михайлович Непогодин предложил повторить маршрут, по которому он прошагал 21 год назад. Авантюра, скажете вы, и не ошибетесь. Однако неизведанное всегда манит путешественника. И подготовка началась. Написание гранта, работа со спонсорами, родителями и, конечно, с главными участниками экспедиции, школьниками и студентами. Наступил долгожданный момент. Группы выдвинулись к месту начала экспедиции. По железной дороге наша группа добралась до амурского поселка Юктали. Противоречивые чувства вызывало это место. С одной стороны, нас встречал сильнейший ливень. Разгрузку снаряжения проводили в бесконечном потоке воды с небес. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! С другой стороны, это доброжелательные люди с предприятия «Антрацит Инвестпроект» во главе с главным механиком, которые встречали нас и помогали перевести вещи и снаряжение до правого берега реки Нюкжа. Ура! Мы едем на сплав! Водная часть экспедиции проходила по двум рекам – Нюкжа и Алекма. Нюкжа – это правый приток реки Алекма длиной 583 километра. Является горной рекой, зарождается на склоне хребта с одноименным названием. В переводе с якутского – «Голубая долина», с венкийского – «Кочевать». Нам подошли оба перевода. Ведь путешественники – это те же кочевники, перемещающиеся по неизведанным землям в поисках нового. А другой перевод справедлив солнечный день. Долина реки Нюкжа в солнечных лучах действительно открывается как сказочная голубая долина, зовущая в странствие по ее необозримым просторам. Алекма не была так приветлива к нам. Начались ливневые дожди, река наполнилась водой, разлилась. Скорость воды в реке резко увеличилась, по течению несло не только небольшие коряги, но и деревья с корнями. Река показала нам свою немыслимую силу, как будто предупреждая о том, кто здесь хозяйка. Готовясь к экспедиции, мы узнали, что Алекма – это правый приток реки Лена длиной в 1436 километров, берущая начало в Муройском хребте. Это Алекминский становик и проходящий между хребтами Удакан и Становым. Перевод реки Савенкийского, изобилующий белками или дом для белок. В бесконечных ливневых потоках белок нам увидеть не пришлось, а вот мощь и силу реки ощутили на себе не понаслышке. Небольшие передышки между дождями позволяли обсушиться, сварить ужин и даже петь песни у костра. Непогода не могла помешать общению, крепкой человеческой дружбе и взаимопомощи. Надвигается по стене таракан. Ой, пусть надвигается, у меня есть капкан. Нажимаю на кнопочку, таракан в западне. Можно выпить из стоп. Трудные погодные условия только закалили характер путешественников, сделали титаническую работу по формированию лучших личностных качеств всех участников экспедиции. Водная часть закончилась близ небольшой железнодорожной станции Алекма. Здесь, в средней общественной школе, оставили катамараны, личные вещи и продукты и выдвинули в сторону долины Эмирях. Пешая часть оказалась непростой. Тумулурские озера, видимо, решили принять нас только после трудных испытаний.
Переправившись через реку Хани, маршрут проходил через болото. Болото как болото, подумает обыватель. Что здесь особенного? Действительно, особенного ничего, кроме километража. 12 километров, наполненных водой после ливней болот. Шаг за шагом ноги вязнут в трясине, мошка, желающая отведать нашей крови, солнце, палящее после продолжительных дождей. Здесь и опытному туристу приходится поработать, а нам и тем более. Однако есть и положительный момент. Болото подарили экспедиционной группе необозримое море морожки. Поворачиваешь голову, а глаза видят огромное множество оранжево-желтых ягод. Эти ягоды манят каждого, приглашая отведать витаминный подарок. После болот подъем в сопку. Ночевка. Небольшая передышка перед новым приглашением спуститься в долину ручья Микью-Сала. Спуск почти вертикальный, полукилометровый. Без физической подготовки справиться очень трудно. Однако все преодолевают препятствия согласно нормативу передвижения в группе. Оказываемся на берегу ручья. Воды ручья как бы рассекают друг от друга близлежащие сопки. После продолжительного спуска вода ручья становится живительной. Наполняем себя спасительной влагой и продолжаем путь. Мекью-Сала не только напоил нас, но и открыл нам свою тайну – огромные языки ледника. На календаре июль, разгар лета, а здесь, вдали от цивилизации, правит природа. И закон здесь такой – в лучах палящего солнца протираются бело-голубые льды. Конечно, для городского жителя такой пейзаж – диковинка. Руководитель экспедиции принимает решение о проведении фотосессии. А сознание не перестает посылать импульсы мозг о том, что мы находимся в уникальной точке земного пространства. Прощаемся с ледниками. Нас ждут новые испытания. Да здравствует Якутия 2022! Ура! Ура! Да здравствуют аномальные каникулы! Ура! Дорога смелости, ловкости и отваги далее пролегла через Курумник. Курумник – это множество крупных каменных глыб, достигающих от 1 до 2 метра, с острыми, обломанными или чуть округлыми краями, расположенными на поверхности земли. Смыкаясь друг с другом, образуя группы в количестве от нескольких глыб до десятков тысяч, Курумник может занимать площадь от нескольких квадратных метров до колоссальных размеров полей. По этому бескрайнему полю нам пришлось обогнуть одну из сопок и подняться на другую. Путешествие на грани осмысления того, что находишься в центре скопления монолитных и разрушенных скальных пород и выживания в этом окружении. После дождей каменистые глыбы скользят. Лишайник, покрывающий склоны, тоже подвижен. Здесь нужен глаз да глаз. Вернее, устойчивое положение стоп и туловища, на спине которого еще и находится немаленький рюкзак. Идешь и думаешь, что же еще приготовила природа? Приходим к живописнейшему водопаду. За ним зона кедрового сланника. Кусты сланника смыкаются, переплетаясь друг с другом. Они выполняют роль охраны, решающей пропустить или нет чужеземцев в сказочный мир озер. И вот она, долгожданная награда.
Раздвинув крайние ветви сланника, перед глазами возникает новая страна – страна Тумулурских озер. Озера, как блюдца, лежат, оберегаемые сопками. Каждая из них опоясана полоской курубника и кедрового сланника. В чистейшей воде озер отражается изумруд пышущей растительности. На Нижнем озере ставим базовый лагерь. Принимаем решение о разделении общего экспедиционного отряда. Основная часть остается в базовом лагере. Авангардная группа самых сильных исследователей отправляется на озеро Эрексе-Декид-Декин. Именно в этом озере, по словам местных жителей, водится реликтовая рыба даватчан. Оставшиеся в базовом лагере не сидят на месте. Достаем лабораторию. Начинаем исследовательскую часть экспедиции. В озерах, находящихся рядом, проводим органолептический анализ воды. Также по методике макрозообентоза пытаемся определить степень чистоты воды в данных озерах. Термометр показывает, что вода достаточно прохладная, от 11 до 15 градусов по шкале Цельсия. Индикатор помогает определить нулевой градус цветности, pH среды слабощелочной, прозрачность самая высокая. Органолептические показатели позволяют сделать вывод о том, что вода в озерах очень чистая. Все сложнее оказалось с поиском беспозвоночных. Соскоб со дна сделать практически невозможно, так как дно во всех озерах каменистое. Соскобы из камней и частично со дна позволили найти образцы некоторых беспозвоночных – ручейника, личинок комаров, некоторых жуков. По видовому составу беспозвоночных можно сказать, что вода в озерах чистая. Рыбы в нижних Тумулурских озерах не оказалось. Есть гипотеза, позволяющая объяснить данное явление. Вода в озере поступает с ледников, просачиваясь под глыбами курумника. Поэтому икринки и мальки рыбы туда попасть не могут. Икринки могли бы быть занесены на лапах перелетных водоплавающих птиц. Но лед на озерах тает долго, а перелет птиц идет раньше. Поэтому перелетные водоплавающие птицы на этих озерах не останавливаются. Авангардный отряд достиг зоны верхних Тумулурских озер. В одном из озер находилась местная популяция линка. Местные жители называют данное озеро линковое. Озеро, в котором предположительно водится даватчан, имеет сложное венкийское название – Эрексе-Декид-Декин. Выловить на спиннинг рыбу не удалось. Глубина озера в одной из частей достигает по расщелине 200 метров. Местные рыбаки говорят, что на лето рыба уходит в глубину озера, где температура воды значительно ниже, чем на поверхности. Основной лов рыбы производят в зимний период времени. С одной стороны, экспедиция, казалось, не достигла желаемого результата. С другой стороны, мы прикоснулись к доисторическому миру живых существ, которые после ледникового периода остались жить в Тумулурских озерах и сохранили свою первозданность. Есть о чем поразмышлять. Может быть, удастся вернуться туда еще раз и провести более глобальные исследования. Несомненным остается то, что все участники экспедиции расширили горизонт своего познания живой природы. Еще раз убедились, что природа Якутии уникальна и неповторима. А теперь путь домой. Как говорится в народной мудрости, путь домой всегда легче. И это действительно так. На обратном пути случайно вышли на старую танковую дорогу. Часть маршрута шли в относительно комфортных условиях. Все очень устали. Было немного грустно от того, что скоро все закончится. Чаще вечерами подольше сидели у костра, общались, делились впечатлениями об увиденном, проговаривали о новых планах. Снова вертикальный подъем, спуск, болото и река Хани. После дождей река приобрела дополнительную силу. Волны кипели, вода реки, наталкиваясь на камни, грохотала. Переправа была несколько экстремальнее, чем в начале похода. Экспедиция завершена. Да здравствует новый поход!